Секрет в том, чтобы правильно натянуть штаны и не было видно боков. Я понимаю, почему они пояса одевают, а талия больше видна так. Сколько стоит такое пальто, Сандра? Но оно прикольное. Здесь не хватает вот этого пояска, чтобы талию подчеркнуть. Карман? А карман? Это там было, карманов нет. Это что? Это просто зашито, не надо, наверное, ниточки. Ты посмотри со стороны подкладки, внутри есть или нет объем для карманов? Не, вроде есть, там палец пихаю. Может быть, просто бутафория. Ты на старом посмотри, на том. Нет, это разное. Но если снять пальто, тогда все нормально. А вот пальто мне не нравится. Вот тогда хорошо играет и Бугатти. Опять какой-то больше спортивный стиль, понимаешь? А опять какая-то кофта, она больше спортивная. Человек хочется что-то бежевое. Типа той кофты, только меньше размер. Мне это пальто не нравится. Джинсы прям чиз. Попробуем одеть вот такой кардиган, как вообще сидит на тебе это. Тяжелый. Да, раз тяжелый, значит он падает красиво. Повернись. Вот, видишь? Вот, он разный уровень длины делает красивее тебя. А встань просто. О. Сейчас я тебя сфотографирую, потом вот ты посмотришь то, что ты мне давала. Повернись ко мне, пожалуйста. Ко мне можешь повернуться? Вот. Дело в том, что я хочу пальто, чтобы можно было накрыться. Оно более... Вот это сейчас типа очень... ветреное, я закрылась, а именно холодно. Ночью возвращаться домой. Ну, с работы. Тогда это уже должно быть как что-то, наверное, основательное. Это я не против. Очень красиво. Сейчас и подошло и к брюкам, и к спортивному, и неспортивному. Село хорошо. Уходим мы из Зары. Ой, мохито, пардон. Ну, пойдем дальше. Здесь косметика. А где Зара? Здесь резерв. Вот здесь Reserved. Тоже хороший магазин. Идем в Reserved. А, Риверайз. Заходим в Reserved. Вон какие манекены стоят. Мода меняется, все меняется. Мы тоже должны меняться вместе с ней. Резервы точно расстраивают. Расстраивали. Лайфхак? Давай лайфхак. Лайфхак для тех, кто хочет приехать в Европу и купить обувь в таких магазинах. Никогда не покупайте в таких магазинах обувь. Даже если она очень круто смотрится, это будет полнейшее говно на ваших ногах. Сколько стоит такое полнейшее, нехорошее? Она... Давай Обувь посмотрим. в необувных магазинах это просто жесть. Особенно те, у кого там проблемы с ногами или широкая, не знаю, стопа, то вот такая обувь это вообще не покупайте. 50 евро стоят такие ботфоры. Они, на вид они это замшевые. магазин одежды, а не обуви. Здесь очень все дешево сделано. То есть за 50 евро ты это выкинешь. Такие же сразу шляпы Если к нему. купить сапоги, туфли, лучше не надо. А если что-то типа кроссовок, типа походить, ну, домой. Это, знаешь, чья это куртка? Марине. Это ее. Я в ней ходила же. Ну вот в Reserved вот такие платьишки. По 15 евро. По 29 свитера. Тоже как кардиганы.
Ну, вот такое пальто осеннее. 70 евро. Не знаю, мне как-то не очень. Джинсы по 29 все. Серые, черные, синие. Куртки по 29,90. Вон там еще пальтишко висит. Давай. Ну вот тоже кардиганы уже с капюшоном. Длинные. 40 евро. Ну вот такие свитера яркие. Солнечный. Сейчас осень, красиво. 30, почти 5 евро стоит он. Такой X-size. Да, сейчас я покажу шарфы, сумочки, и мы пойдем. Такие шарфы пушистые, очень приятные на ощупь. 15 евро стоит. Очень, да, 15 евро. Ну, это все, наверное, синтетика. Сумки вот такие. 25 евро. Ремни. Куда пойдем? В Зару. А вот здесь джинсы очень красивые. Это вот мне очень нравится. Они с вышивкой. По 30 евро. И очень красиво. Вытертые такие. С вышивкой смотрится очень хорошо. Но это на мой взгляд. Я очень люблю это. Вот тоже очень яркие свитера осенние. В унылом дожде и в осени, вот в таких ярких вещах тоже красиво. Сейчас скажу, сколько такой стоит. Тоже 40 евро. L размер 40 евро. Ну вот Сандра опять говорит о том, что в этом магазине, в магазинах одежды не стоит покупать обувь, какая бы она ни была дешевая. Ну они не прям дешевые, но она очень некачественная. Вот, 35, считайте, евро стоит. Какая-то пластмасса. Вид замши, как будто она из картона или что-то начинаешь носить, и как будто картон все это. Они обувь ставят для того, чтобы это под стиль подходил. Типа обувь, одежда, все это, но... Не покупать. Вот, какие еще интересные. А ну да, манекены мы уже смотрели. Как будто шубка прямо на нем искусственная, конечно, но... Она очень мягкая. Очень мягкая, да, хорошо сделана. И стоит она... Шубка, но не вижу ценника. Сейчас посмотрим. 60 евро стоит такая шубка. Искусственный мех, но очень мягкий. Впечатление, что натуральный. На сапожки, на короткие колготки, платье вот короткое и... Такое, мне кажется. Ты мне скажи, не смотри. Не знаю. Смотри, думаю, само мне не очень. Должен быть как-то в контексте, может быть. Этот балахон можно попробовать. Примерить. Ну реально, конечно, большая футболка, что выглядит вроде... Как платье, да? Может померить? Хотя он, наверное, будет как бы, ну, такой же широкий, он не подчеркнет там ни талию. Ничего. Ну и куда его, он такой легкий? Видишь, как там на манекенах красиво? Там юбка, талию почет. Значит, оденься точно так же, как на манекене, и посмотрим, как это смотрится на живом человеке. Мне не нравится. Либо я их просто никогда не одевала, и может у меня не будет красиво. Надо пробовать. Вот ты одела кардиган, а тебе очень красиво это сидит. Казалось, какой-то бабушкин, типа из... Никогда не смотри на это. Нукс, фирма косметическая, тоже хорошая очень. Никс, пардон. Вот здесь аксессуары всякие. Бусы. Ну, такое все не очень дорогое, приятное глазу. Мелочи, которые радуют каждую женщину. И девочку, кстати, тоже. Здесь и детская есть. Разные такие аксессуары. Вроде и недорого, и приятно. Ну, по 6 евро, например, такие подвески.
очки такие. €15 нету. Меньше 15 евро. Кошельки, сумки, рюкзаки. Посмотрим дальше, что у нас. Еще один магазин аксессуаров Expressions. Тоже много всего. Бижутерии всяких, безделушек. Ну вот, это следующий магазин. Посмотрим, что нас ждет здесь. Ну вот, детский отдел здесь есть. Достаточно стильный. В Ривер Айленде примерно все то же самое, но приготовьтесь выложить. Вроде бы одинаковое пальто, но посмотрите на цены. Помните в предыдущих магазинах сколько примерно стоило? Где-то, 70, там 60, да. Здесь не стоит больше, почти в 2 раза. Здесь в 2 раза дороже, в принципе, разница. Ну, так они, может быть, более интеллигентные, более элегантные, нет? Да. Интеллигентные, элегантные. Вот давайте посмотрим. А вот посмотри, как одеты манекены здесь. Красиво. Вот, может быть, так? Мне нравится. Ну, это пальто стоит 120. Детские комбинезоны на 10 лет. 32 евро, да, здесь на порядок дороже все цена. Мне кажется, здесь и качество, и поинтереснее вещи. Здесь поинтереснее вещи, но они дороже. Ну, это того стоит. Я в прошлый раз зимнюю куртку серую купила свою. Здесь тоже больше около 100, но... Короче. Ну, наверное, надо одеться. Вот такая сумка у тебя уже есть. Свитерок, джинсы, сапоги на каблуке, мне кажется, чтобы вытянул ногу. И вот такое пальто. Да, это приятно, красиво. Клатчи такие, может быть, в театр или это на каждый день. Побольше сумка, она уже под 100 евро 94. €42, 43. А это вообще как будто из меха, пушистые сумочки. Ай, как приятно. Интересно, что новое. 50 евро, вот такая, как из барашка, черная. Нашла еще одно пальто. Не знаю, мне честно не нравится. Или это не на мне, а так вот. Не родительский, что мне упало. Вот кожаные курточки тоже как будто. А может быть, это уже настоящая кожа, цена такая. 159,95. Белые и черные. Сразу белые юбки.
Да, мама. Маме такое. Я люблю блестки. 86 евро. Здесь цены другие совсем. Сумочка опять. Мохнатенькая, смотрите, какая. Мохнатый клатч. Мех, как-то я смотрю, в моде. 32-33 евро. Вот такой клатч театральный. Смотрите. Тоже куртка. Все это искусственный мех, конечно. Здесь 100 евро без 50 центов. Короткая такая. Здесь мех, и сама она как будто кожаная. Где там была такая куртка? Ну, где-то была на витрине, наверное. Так очень легко, только другого цвета. Здесь постельная продается. Витрина такая красивая. Zara Home. Да. А здесь все для тела. Пойдем, не пойдем в H&M, пойдем в Зару. Здесь минус 20% от стоимости. Вот 2,20 мыло кусочки или что-то такое. Я пошла. Да. Все для тела. С разными запахами. Подарочные вот такие наборы можно подарить кому-нибудь. Такой подарочный набор за 45 евро. Клубничный. И душегели, и скрабы, и крем. Приятный подарок и себе. Здесь тоже все для дома. Подушки, одеяло. Лифт ходит в этом торговом центре. Он туда, на второй этаж. Парковка здесь большая внутри. На втором этаже кафешки. H&M, всем известный. Мужской, женский, детский на втором этаже. По правой стороне идут целый ряд ювелирных отделов. Этот центр находится недалеко от аэропорта, поэтому здесь всегда много туристов, иностранцев. Вот здесь ювелирные. Тоже красота. Нам по обе стороны ювелирные отделы. Аптека. И рецептурные отделы свободный. На мужскую и женскую. На мужскую, женскую и Home. Вот теперь здесь начинается наша Зара, куда мы шли. Вот целый ряд магазинов. Вот эти штаны на самом деле тоже с Зары. Пойдем смотреть джинсы. Вот джинсы в Заре. Вот такой выбор. Черные с блестками, без блесток. 30 евро, нет, они 29, 90. Тут же пиджаки кардигана называется. Ну, нет, такие пальто написано, пальто. 40 евро. Куртки вот такие. Куртки по 70 евро. Вот еще джинсы. Белые или черные? Белые. Он быстро спать. Белые. А, это освежает. У тебя есть стиральная машинка, и постираешь. Еще есть лестница, понимаете. Тоже 30 евро. Штаны, которые
Ну, кто любит, да, вот широким концом. Вот здесь такие расклешенные. Рваные, узкие на конце. С молниями по-разному. Здесь еще одна пачка джинсов. Не по 40 евро, 39,90. С высокой талией написано. То есть, как вот раньше высоко нормально застегивались. Я лично тоже такие люблю. Вот они по 40. Или первый, Отсюда нельзя? не хочу высокие. Наверное, тогда вот эти. А мне Они не узкие. Узкие. По 30 евро. Такие пастельные тона осенние. Вот тут тоже всякие меховые пальчишки, жакеты, курточки. 60 евро. Вот такой барашек. Все искусственное. Шубы. Куплю себе шубу за 60 евро. Джинсы за 50. Здесь уже по 50 евро. Вот тоже серые, черные, светло-серые, зеленые даже есть. Это, наверное, мужские. Хотя нет. Здесь тоже штаны по 30 евро. Брюки просто уж. Куртки по 29,95. Как будто кожаные а-ля кожа молодого дермантина. Вот такие костюмчики. Ой, здесь что-то блестит. Ого. Свитера по 40 евро. Блестящие. А может вообще что-нибудь бумажное такого материала? Да, тоже хорошая штука. И от дождя. И от дождя, и да. Ну, это совсем клеенка. Есть более такие уютные. Померяем. А здесь детские отделы. Пойду посмотрю Кристине что-нибудь. Детские. Для совсем маленьких. Вон какие в коляске покупатели сидят. Жилетки для мальчиков. Брюки, жилетки. Брюки на мальчика. 6 лет. Стоят 29,95. А вот такая жилетка. А вот такая жилетка стоит 20 евро на мальчика. Отдел мальчиков. А это девочек. Это уже то, что нам подходит. Тосы. Кроссовки, джинсы. Рубашечки тоже толстенькие. Вон свитера какие приятные. Ну, чувствуется прямо, что это искусственное. Все 30 евро. Смотрите, какой красивый, приятный, мягенький. Джинсы на девочек 14,95. Разных размеров и разных расцветок. Куртки яркие. Свитера. Туники такие вот с Микки Маусом. Да, 110 размер. На 110 роста и 19,95. Вот такой. Мне кажется, что это комплект прям. Да, он со штанишками. То есть 3 туза и вот такая туника с капюшоном. Достаточно теплая сверху. Здесь тоже. Здесь по 17 евро джинсы разные. Это отдел девочек. Кофты по 14,95, 15 евро. Куртки.
Праздничные платья, вон блестящие. Здесь уже постарше, подростки, наверное. Там мужской отдел. Скорее молодежный, наверное, хотя. Ну вот джинсы на мужчин 29,95. Тоже разные. Брюки по 19,90. Куртка 70 евро. Кожаная. А-ля кожаная. Ну вот набрала Сандра ворох одежды. Смотрите, они считают одежду. Считают, сколько штук вам дали. 6 плюс 3, 9. 9 у тебя вещей в руках, чтобы ты вернула. Да. Ломай, круши. Ну, ждем Сандру. Ну, вот Сандра такое делает, джинсы. Да. Ну, очень легкая, наверное, холодная, да? Так вообще неплохо. Не нравится, да? Брюки Сандраны. Ага. И такая, как курточка. Тоненькая. Как от дождя скорее. Но, наверное, и от ветра спасает тоже, да? И с капюшоном главное. В нашем климате капюшон — это первое дело. Стоит она 50 евро. Она какая-то, видишь, Ну, нравится? подходит? Да. Это не нравится? Нет, это не подходит. А? Подходит, почему нет? Это ветровка такая, да? От дождя хорошо, да. Что-то теплое. Повернись, у тебя сзади там как будто что-то еще. Вот он. А, сзади она такая еще крест-накрест красивая. А если ты вниз что-то оденешь? Если подойдет с сапогами подходит. Не знаю. Вот, а я искала что-то, что и так подошло, и ботфор. А было ботфор и юбку, и даже красиво. Ну, вот еще одна кофта. Такая. Она как балахон вообще. Как мешок сидит. Так, а цену можно посмотреть? 30 евро. Еще одна кофточка, 3/4 рукав с бусинками. Вот цена какая. 18 евро. Я пальто хочу. Бежевое. Значит, надо искать бежевое пальто. Или серое не очень хочу. Дальше. Мимо ювелирных опять. Вот здесь часы мужские. 229 евро минус 50%. 289 евро минус 30%. Скидки везде. Ну, пришли в H&M. Как-то ничего не найти. Вот здесь вроде на витрине пальто. Сандра, вот это ты хотела, это на витрине было. Оно бежевое, и свитер бежевый. Кофточки тепленькие по 15 евро. Пальто такое 39,99. Вот 40 евро вот это пальто.
Вон Сандра его сразу оденет, посмотрим. Капюшона нету, жалко, да? Капюшона нету, жалко, да? Но можно шарф намотать. Не знаю, как-то. Странно, да. Это немножко не то. Это все-таки каблук. Посмотри, как на витрине. Это брюки, каблук. А сюда, наверное, подойдет какой-то кардиган в этом образе. До колена, но кардиган, но с капюшоном, но с пуговицами. Как-то так. Ну вот в H&M джинсы женские 19,99. Вот целый ряд их. По 20 евро. А здесь все для дома. Какие статуэтки красивые, смотрите. Сколько стоит такая? 25 евро, что ли? Вот такие. Вазы, шкатулки, пледы. Все для уюта, для дома. Вот одна еще серия в H&M в желто-черном цвете. Свитера по 20 евро. Футболки, юбки. Красиво черно-желтом. Сумочки сразу все в наборе. Комплекты, чтобы не мучиться, не искать. Шубки по 40 евро. Искусственные. Свитера по 9,90. Это женский отдел сейчас. Тоже джинсы со шнуровкой. 35 евро. Здесь джинсы разноцветные. 19,90. 20 евро. Черный, зеленый. И свитера, рубашки сразу. Это очень желтая, яркая, красивая. 20 евро. С чем-нибудь черным, с любыми джинсами. Ярко-желтая, осенью красиво. Ну, вот меряет Сандра еще один кардиган. Тонкий он какой-то очень. Выбрала все-таки пальто. Только мне эта ниточка не нравится. Бежевое вот такое. Хорошо. Мне кажется, что-то
кофточка, джинсы, а пальто сверху. А бежевый такой нет? Все равно как мешок как-то висит. Как мешок эта кофта. Ну, такая есть, но не вот такая. Да. Покажись людям. Сейчас сумма 114,97 получилась. Брюки, свитер и пальто. Что это называется юбка, куртка как бы. Ну, в общем, вот такая еще.